11 реликвий, принадлежавших пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, членам его семьи и сподвижникам, в числе которых волос и чаша пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, кувшин дочери пророка Фатимы, да будет доволен ею Аллах, фляжка Билаля, да будет доволен им Аллах. А еще фляжка Халида бин Валида, сподвижника пророка, кисва, ключи от Каабы и не только. Самой основной реликвией, которую мы привезли сюда, которую могут наблюдать каждый желающий, это волос посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который имеет несколько отличительных таких характеров. В первую очередь, этот волос, он каждый год растет. Далее, этот волос не имеет своей тени. В ночное время этот волос светится. То есть настолько очень удивительное. Его за всю жизнь побрили посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, только 4 раза. 3 раза забрали ангелы себе волосы. Последний раз, когда его побрили, забрали сподвижники между собой. Также мы здесь можем увидеть меч пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, непосредственно его личный меч. Также здесь есть кинжал халифа Абу Бакра, радийаллаху анху, это сподвижник пророка Мухаммада. Также здесь есть фляга Халид Асхаба. Также на выставке представлена кольчуга Халида бин Валида, да будет доволен им Аллах. Солдат, который завоевал славу непобедимого полководца. Он провел больше 40 сражений и во всех одержал блестящие победы. Нанес поражение великим империям и возвеличил арабский халифат. Его тактика и стратегия ведения войны изучаются в военной истории по сей день. Это событие для многих прихожан одно из главных в жизни. С раннего утра и до позднего вечера поток людей не прекращается. Дети, юноши, старики, женщины. Все они получили уникальную возможность увидеть воочию священные реликвии. Эмоции сдержать получается не у всех. Слезы наворачиваются даже у стариков. وقلت إيش دانت وقلت إيش يا محمد жизни خندات وينك يا خبر ودنيت دير دنيا حدرش دير ما يقدرش استحمد دير يا سخو يا دهش بحكاشة يا خخ نيس هدير سمق ديرس دير دي تعال مش تدور مهدي عبيان سندي خخ نيخ ترسم شو اشتيتر شو ورا زي بارجو اتو بارني ولا عادي البارجو دي دوا خمدير شو ير حدين شهر حوا حد سيلي مكبير بك دال شو بركو الله سبحانه نيا خاطر خلاص شو حمداتر ير مخ كادين ير مخ جزيرة عدل اشتناها زيرت دي بخت متي كلر ياهر وهي حاقل خلاص شو حمداتر да. Это настоящее духовное богатство для каждого мусульманина. До того, как подпустить к реликвиям, прихожанам рассказывают историю каждого предмета. Затем группа из 10 человек совершает один круг. А сколько таких групп и не сосчитать. Пропустить это событие не могли и женщины. أهان برحش دقم دير بردور الحمد لله بين الرجال بردوخ أغارق خسقيتش دحكي الطجوخ أغيت ميت أجدال شي سادل درجوينين شرنا درجوين برجيتا يرجوين يولش برجو شي أغيت ميجدال شي إلشن أمتق دال ديغل دير دولدوي إلشنو شفاعت دولدوين. Чтобы посмотреть выставку священных реликвий, устраиваются в очередь. Она проходит при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Организована Дагестанским гуманитарным институтом по случаю 25-летнего юбилея Сунжинского исламского института и в честь священного месяца Рабиуль-Аваль. У нас выпала честь показать эти реликвии в Ингушетии, да, соседской республике. Что хотелось бы сказать? Вообще это приурочено к месяцу Рабиуль-Аваль.
это месяц, в котором родился посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому выставка реликвий именно в этот месяц, она более соответственно, когда люди больше вспоминают. В принципе, каждый из нас следует пути пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. По сей день он выполняет какие-то действия, то есть следует пути посланника. Но в месяц его рождения по-особому люди к этому относятся, и поэтому реликвии приурочены именно к месяцу Рабиуль-Авваль. Выставка проходит с 9 утра до 10 вечера и продлится до 28 ноября включительно. Но если после отведенного времени поток прихожан не прекратится, то она продолжится до последнего человека. Зильмхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.